Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана поручил ускорить темпы сезонных сельхозработ. Авиакомпания «Туркменистан» запускает стыковочные рейсы из России в Малайзию и Вьетнам. В Туркменистане открыли новые объекты техосмотра автомобилей и другие новости. Ускорить темпы сезонных сельхозработ и держать в центре внимания подготовку к предстоящему сезону сева поручил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе рабочего совещания по цифровой системе с хакимами вилаятов и вице-премьером, курирующим агропромышленный комплекс. Как отмечалось, в целях получения высокого урожая пшеницы на зерновых полях ведется работа в соответствии с агротехническими нормами, а на площадях, отведенных под сев хлопчатника, продолжается вспашка и планировка земель. Запланированными темпами идет подготовка к весеннему посевному сезону, в частности, сельскохозяйственной техники и агрегатов, обработка угодий, отведенных под посадку картофеля и овощебахчевых культур. Генеральный агент авиакомпании «Туркменистан» в России сообщил о запуске стыковочных рейсов Москва-Ашхабад-Куала-Лумпур и Москва-Ашхабад-Хошимин. Регулярные рейсы в Куала-Лумпур будут запущены с 15 февраля, в Хошимин с 5 марта. Перелеты будут осуществляться на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777 с двухклассной компоновкой «Бизнес» и «Эконом». При отделах полиции трапов Безмиин и Акбугдай открыты новые административные здания диагностики и регистрации технического состояния автомобилей. Церемонии открытия объектов были приурочены ко Дню защитников Отечества и сопровождались песенно-музыкальными выступлениями. Отличившимся в возведении объектов строителям были вручены подарки от имени президента Туркменистана. Руководство Торгово-промышленной палаты Туркменистана провело онлайн-переговоры с представителями Министерства торговли и промышленности Сингапура. Стороны обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества по линии бизнес-сообществ двух стран, а также использование услуг транспортно-логистической системы Туркменистана для развития двусторонней торговли. В Токио состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с генеральным секретарем Кабинета министров Японии Йошимаси Хаяши. Стороны обсудили двусторонние отношения и перспективы дальнейшего развития сотрудничества. Министр отметил высокую динамику развития связей между странами в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Основой эффективного взаимодействия был назван регулярный политический диалог на высшем уровне. 21-летний Матеуш Фасиу из Бразилии чудом выжил после того, как 4 дня ходил с пулей в голове, не подозревая об этом. 31 декабря Матеуш был на новогодней вечеринке, когда услышал в голове громкий шум. Он почувствовал острую боль и кровь на макушке. Присутствующий на мероприятии врач помог остановить кровотечение. Фасиу подумал, что кто-то кинул в него камень и продолжил заниматься своими делами. Однако 4 января Матеус проснулся с ощущением слабости в левой руке. Он обеспокоился и обратился в больницу. Компьютерная томография показала, что в голове Матеуса застряла пуля. Врачи объяснили, что пуля попала в менее критическую часть мозга, но в будущем может вызвать серьезные проблемы, поэтому ее необходимо удалить. Управление делами президента РФ закупило для российских чиновников 105 автомобилей «Лада Веста». Это первый шаг в реализации поручения президента о приоритетном использовании российских автомобилей при обслуживании государственных служащих. В первую очередь подлежат замене автомобили, выработавшие свой ресурс. Такие авто будут проданы на аукционах, а вырученные средства потратят на покупку новых автомобилей и оборудования к ним. Кроме того, на закупку отечественных авто выделяются целевые субсидии. В феврале сборная Туркменистана по дзюдо выступит на международном турнире «Большого шлема» в Париже. В соревнованиях примут участие 680 спортсменов из 108 стран в 7 мужских и 7 женских весовых категориях. Туркменистан на турнире будут представлять 8 дзюдоистов. Сборная Таджикистана добилась исторического результата на Кубке Азии по футболу в Катаре, впервые пройдя в плей-офф турнира. В заключительном матче группового этапа футболисты таджикской сборной обыграли команду Ливана со счетом 2-1. Миланский «Интер» в очередной раз доказал свое превосходство в итальянском футболе, в 3-й раз подряд завоевав Суперкубок Италии. В финальном матче турнира, который в этом году проходил в Саудовской Аравии, подопечные Симоне Инзаги обыграли Наполи. Решающий гол на последних минутах дополнительного времени забил Лаутаро Мартинес. Перед началом второго тайма состоялась минута молчания в память о легендарном бомбардире сборной Италии Луиджи Риве, ушедшем из жизни накануне в возрасте 79 лет. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.